Привет всем! Я давно не выкладывала видео, но буквально 2 дня назад у меня появилась отличная возможность заснять экологический фестиваль «Раздельный сбор мусора 3.0», который проходил в Дахсуне 2 дня назад, в воскресенье. Это был замечательный праздник, спасибо организаторам, потому что было столько мастер-классов, поучительных лекций, было очень много людей, и радует то, что они приводили с собой детей, потому что это очень важно, наши дети — это наше продолжение, и они должны видеть на нашем собственном примере о том, что мы делаем с мусором, о том, что потребительствовать не надо, о том, что нужно отказываться от пластика, о том, что нужно начинать прежде всего с себя. Вот. Какие были мастер-классы? Мастер-классов было очень много. Например, для взрослых это были мастер-классы по пошиву сумок и их украшений, да. И еще там были многоразовые бахилы, по-моему, они тоже шили. Вот. Для детей это было создание елочных игрушек из вторсырья, из ваты. Для маленьких детей были игровые формы, например, баскетбол и футбол, где нужно было забросить пластиковую бутылку в урну. Вот, и у детей это вызвало достаточно большой ажиотаж. Также мне понравилось то, что была гаражная распродажа. То есть люди приходили, свои вещи приносили, выставляли минимальную сумму и как бы пытались делиться своими вещами с другими людьми. То есть потребительства нет. Вот это замечательно. Также были презентации и выставки книг по Zero Waste, то есть жизни без отходов, минимализму и так далее. И люди приходили, бизнесмены с экопродукцией, вот выкладывали свои товары, люди покупали, люди спрашивали. Для меня было открытие о том, что, оказывается, можно шить многоразовые прокладки. Я подумала, что это за платочки там лежат. Мне говорят, это прокладки многоразовые. Я такая, что? Типа, очень удивилась. Но я, конечно, слышала, что есть менструальные чаши, а о том, что есть там прокладки многоразовые, да, вот такие вот выглядят как носочки, да, я прям удивилась. Вот, немножко почитаю, подумаю, может быть, тоже возьму все-таки, будет какой-то вклад в экологию, все-таки вот, и если посчитать, то в год мы достаточно много используем.
прокладок, и выходит достаточно не то чтобы дорого по цене, но дорого для природы, потому что отходов достаточно много. Вот, не буду много говорить, лучше посмотрите видео, это очень интересно. фестиваль «Раздельный спорт». И у нас здесь много разных активностей. Мы, например, проводим мастер-класс по пошиву эко-сумок, сумок-шоперов и многоразовых тканевых бахил.
Люди могут сами прийти, у нас машинки тут стоят, для себя шить такую нужную, очень полезную вещь сегодня, как эта сумка. Это замен одноразовых пластиковых вещей, чтобы не покупать пакеты каждый раз, либо хилы носить можно свои, чтобы не брать вот эти вот тоже полиэтиленовые одноразовые штуки. Это все для уменьшения количества мусора. Человек не всегда сам знает, что можно это купить, это не все хотят, а вот шить самим сделать, да, если все бесплатно, много желающих, очень прямо очередь. Также есть мастер-классы по поделке игрушек из вторсырья, новогодних игрушек. Также можно, девушка у нас проводит мастер-класс, которая делает пряжу из старых футболок и показывает, как можно шить что-то, новую жизнь вещам подарить. Старым футболкам, например, шить какие-то корзинки или коврики. А еще девушки делают мастер-класс по декорированию сумок. Можно шить у нас сумку, пойти на соседний стол и свою сумку разукрасить, выразить себя, как вы хотите, все, что вы хотите сказать этому миру, написать, нарисовать. Да. Так что вот очень все активно происходит, очень много желающих. Да, спасибо вам за ваш вклад в экологию. Спасибо. Спасибо. Ага. Привет. Я бы хотела спросить, что у нас сегодня здесь происходит. Всем привет! Здесь проходят гаражные распродажи. Тут, получается, люди продают те вещи, которые им очень нужны, но они как бы находятся в хорошем состоянии, как бы, и которые можно использовать повторно. То есть, как бы, не выкидывая на улицу хорошую вещь, можно ее передать другому. То есть, здесь такой обмен, чтобы прям вся наша земля, матушка не покрылась всем этим мусором. Вот. Классно. Как ты считаешь, такие фестивали стоит проводить? Я считаю, да, но такие фестивали нужно придавать большой огласке, то есть как бы по телевидению, там, по радио, чтобы все люди знали, потому что мне кажется, что сейчас больше всего реклама идет через Инстаграм, поэтому не все люди знают, что где что идет, происходит, какие мероприятия проходят. Классно. А это фестиваль уже какой по счету и сколько раз ты принимаешь участие уже здесь? Получается, вот этот фестиваль, ну, вообще вот этот эко-фестиваль, да, он проходит 3-й раз. Я в нем участвую только 2-й раз. И как бы до этого вот не было тут гаражной распродажи, и как бы они сейчас только начали это делать, что как бы плюс к идее. Да. Спасибо тебе большое за интервью и за твой вклад в экологию. Спасибо. Всем привет, меня зовут Роза, я основатель магазина Zero Waste на Светодель. Сегодня мы находимся в Доксуне, здесь проходит 3-я ярмарка раздельного сбора, которая организует волонтерское движение «Разбор ИВД». И сегодня жители города Иркутска могут сидеть и дальше работать различные сырье, которые могло нравиться, например, полигон, разлагаться там сотни лет. Например, можно взять пластик, если даже тебе и 10 лет. картон, да, аккумуляторы, батарейки, лампочки и другое сырье. Будешь участвовать? Также здесь представлены Zero Waste магазины. Это магазины, которые вот направлены на Окей, 6 одного не ждут, и мы многоразовое использование, начинаем. на замену одноразовых предметов. Например, это бамбуковые Или кто-то вещи, еще хочет участвовать? Сколько тебе лет? ручки, многоразовые Сколько? стаканы, многоразовые бутылки для воды, которые можно брать с собой. Сколько тебе лет? Различные вот сами тут есть мастера, которые шьют сумки, которые могут заменить Ну что ж, пластиковые добро разные пожаловать пакеты. на нашу викторину для самых наших маленьких участников. Многоразовые, да, которые можно И брать с собой. прежде чем мы начнем, давайте познакомимся. Я Тем знаю, самым я знаю, что значительно здесь сколько лет? сокращаем этот одноразовый Тебе? пластиковый мусор. Хорошо, спасибо вам большое. Да.